Избирательные участки номер 10 и 11 открылись в 8 утра, как и положено. Дата повторного голосования переназначена на сегодняшний день. Члены Центральной избирательной комиссии в составе 10 человек на каждом участке будут работать с раннего утра и до самого закрытия. После начнется подсчет голосов. Как отметила председатель участка, в среднем на подсчет уходит около 2 часов. У нас 10 членов комиссии, все работают в штатном режиме. На данный момент, на данный момент проголосовало уже 314 человек. Голосование идет чуть медленнее, чем в прошлый раз. Люди активные, идут, несмотря на дождь. На 11-м избирательном участке ближе к полудню проголосовало около 400 человек. По сравнению с прошлыми выборами показатель немного ниже, но до вечера еще есть время и показатели могут измениться. В прошлый раз был очень высокий. А сейчас мы надеемся, что в обед, может, явка будет намного больше. Да, работа происходит в спокойной атмосфере, никаких особых сложностей, трудностей никто не испытывает. Так что мы надеемся, что наша работа членов комиссии и председателя, все должно пройти мирно и прозрачно. Международные наблюдатели во время своего визита на один из избирательных участков отметили доброжелательное отношение членов комиссии и граждан республики, пришедших на голосование. Средняя численность избирателей на каждом участке 1300-1500 человек. Но самое раннее утро, когда мы были, конечно, меньше народу было. Сейчас народу побольше мы видим. И что надо отметить, то, что примерно процент одинаковый. То есть равномерно в Цхинвале идет голосование, приток избирателей равномерно. Но что хотелось бы отметить, что очень добродушно, доброжелательно. Люди приходят с хорошим настроением. Я второй раз на выборах, на первом туре была, на втором туре, то, что мы отмечаем, что выборы проходят организованно, и то, что, на мой взгляд, здесь фактически невозможно что-то фальсифицировать. На пост главы республики претендуют действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии НАХАС Алан Гаглоев. Первые предварительные данные появятся по информации Центральной избирательной комиссии после закрытия участков. Яна Плиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.